Братья-шахтеры, мы сегодня собрались здесь, потому что мы не согласны с тем, что сегодня разрушается угольная промышленность, которая является фундаментом для всей промышленности страны. И потеряв шахты, страна станет уязвимая в области энергетики. Мы сегодня зависим от наших соседей по нефти, газу, ядерному топливу, хранению ядерных отходов. Теперь мы зависимы от России по электроэнергии и углю. Если сегодня забирается уголь украинских шахтеров по 850 гривен, а за него не рассчитались, и в связи с этим шахтеры не получили зарплату, в связи с этим останавливаются украинские шахты, и ситуация только ухудшается. И в связи с тем, что в бюджете не предусмотрено правительством ни одной копейки на техническое оснащение, на вопросы охраны труда, на капитальное строительство, на развитие шахт, а в это время правительство, не понимая, что делает, предусматривает 1,2 миллиарда выделить на закрытие шахт. Это глупости. Они даже не понимают, что такую сумму нельзя освоить. Первое. Второе. Они не понимают, что не сносив забои, нельзя будет завтра добывать уголь. К примеру, шахта Стаханова, объединение Красноярск-Уголь. Они не могут сейчас делать переход. Требуются небольшие деньги. И шахта остановится. 4000 работников. Мы не понимаем, когда правительство предусматривает в Нововолынске закрыть все шахты и не предусматривает профинансировать хотя бы копейку на строительство 10-й шахты Нововолынская. Мы не понимаем, когда правительство предусматривает в Дзержинске закрыть 4 шахты, благодаря усилиям шахтеров 2 шахты якобы останутся, 2 на закрытие. Нельзя согласиться, когда в Селидово предусматривают закрыть 3 шахты, а 2 других не могут развиваться, потому что запасы шахты оказались в других руках, и уже шахтеры не могут финансировать развитие этих шахт. Нельзя согласиться, когда из 4 шахт Лисичанска 3 предусматривают на закрытие. И нельзя согласиться, когда из всех первомайских шахт одну вроде бы как бы предусматривает оставить в рабочем режиме шахту Горскую. Мы не можем согласиться, когда предлагается уволить и сократить 20% рабочих угольных предприятий. И ни слова не говорится о создании новых рабочих мест. Что-то не то предлагается шахтерам. В то же время заключается договор на государственном уровне, согласно которого Украина должна покупать электроэнергию по 2 рубля 99 копеек. Фиксированная цена в то время, когда рубль каждый день падает. Эта цена на высокую электроэнергию в Украине будет заложена в тарифах. Мы будем платить высокую цену за горячую воду, за тепло и за все другое. Это повлечет за собой повышение цен на продукты питания, товары первой необходимости, на проезд. Это все отразится на нас. Мы не можем согласиться, когда принято решение обложить шахтерскую пенсию 15%. Ликвидирована норма закона о повышении престижности шахтерского труда. И практически в 2 раза увеличен налог на азартную плату шахтеров. И здесь вместе с угольщиками находятся представители предприятий циркония, производства циркония, горняки по добыче железной руды, торфяники, многие другие представители всех этих категорий включены в список для переговоров с правительством. Но нам стало известно, что на переговоры к нам направляет замминистра финансов и еще какого-то там чиновника невысокого ранга.
Мы настаиваем, чтобы встреча была на уровне премьер-министра, который не понимает, что происходит в стране, который не понимает, как живут люди. Он должен услышать от нас, какая обстановка. Он должен услышать наши предложения. Многое, что хотелось сейчас вам сказать,